Добрый день еще раз. Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами поговорим о русском жестовом языке и, естественно, поговорим о Международном дне защиты детей. Как меня слышно? Если слышно хорошо, пожалуйста, поставьте плюсики, что вы слышите, вам все слышно хорошо и нет никаких проблем. Очень хорошо. Итак, вернемся немножечко к тому, все же, что такое жестовая речь и что такое жестовый язык. Люди издревле любили общаться на жестах, и жестовый язык– это проявление чувств, эмоций, и, как многие говорят, это язык сердца. Жестовый язык или язык жестов– это самостоятельный, естественно возникший, ну или искусственно созданный язык, состоящий из комбинаций определенных жестов. Каждый жест производится руками в сочетании с мимикой, формой или движением рта и губ, а также в сочетании с положением корпуса тела. Для людей, которые имеют нарушение слуха, люди глухие, слабослышащие, жестовый язык стал языком жизни и настоящим спасением. Жестовый язык в настоящее время является международным языком и признан на международном уровне. Помимо того, что люди общаются с жестами, используют в обыденной жизни жестовую речь, жестовый язык, люди умеют петь на этом языке. Ничто не передает столько выражения жизни, как жесты, движения рук, особенно при каких-либо душевных волнениях. Человек, который лишен слуха, не может проявить себя как исполнитель, то есть он не может передать слова музыкой, не может передать словами песню, но он может передать ее жестами, своим настроением, мимикой, хореографией, актерством и так далее. Жестовое пение – это, по сути, перевод песни на жестовое исполнение, в полноценную речь жестами, и передается она как раз-таки руками, мимикой, телом и так далее. Жестовая песня – это специфический вид искусства и очень популярна среди людей, имеющих различные нарушения слуха. В последнее время жестовую речь стали использовать и для других нозологических групп, то есть для тех людей, которые лишены по каким-либо причинам возможности коммуницировать на обычном уровне. То есть жестовую речь в последнее время стали использовать не только люди глухие и слабослышащие, но и стали обучать жестовому языку детей с различной ментальной недостаточностью, в том числе детей с тяжелыми нарушениями речи, детей с аутизмом, детей с ДЦП, детей с умственной отсталостью, то есть тех, у кого нет возможности правильно развивать речь, артикуляцию и так далее. У таких людей, у таких детей появилась возможность общаться на жестовом языке. То есть жестовая речь изначально, которая была предназначена, ну, скажем так, для категории определенной, то есть это для людей с нарушением слуха, для людей с потерей слуха, то сейчас жестовая речь выходит на более высокий уровень, на уровень того, что ее можно использовать и у других нозологических групп. Сегодня же, конечно же, помимо того, что мы с вами говорим о жестовом языке, о детях, которые говорят на этом языке, мы хотим поговорить и о том, что жестовым языком владеть, конечно же, актуально.
С помощью жестов можно общаться издалека. То есть это дети, которые могут вдали друг от друга, не кричавши, да, общаться и показывать какие-либо жесты. Жестовый язык помогает посмотреть на мир пошире. Для специалистов и педагогов различных образовательных организаций это целая копилка достижений и такой приятный бонус, да, профессиональной компетентности в части владения другими языками. Жестовое пение у нас в республике очень хорошо развито на базе специальной коррекционной школы номер 4. Увлеченные своим делом педагоги, замечательнейшие педагоги, высококвалифицированные педагоги, реализуют программы обучения и воспитания детей с нарушением слуха, детей с потерей слуха, детей с тяжелыми нарушениями речи, детей сложных. И тем самым помогают развивать коммуникацию между друг другом и социализацию таких детей. Педагоги данной школы, безусловно, практически все владеют жестовым языком, умеют на нем общаться, обучают ему детей, обучают не только между собой общаться, но и помогают детям выйти в социум. Детей обучают петь на этом языке. Дети очень творческие в этой школе, открытые, очень коммуникативные. Педагоги участвуют в различных конкурсах, в различных мероприятиях, вывозят своих деток, которых они очень любят, которых они оберегают, которых они обучают различному направлению работы в жестовом языке. Сегодня же, конечно же, поскольку мы говорим о детях различных категорий, в том числе деток нормативных, деток с различными нарушениями, хочется отметить, что в такой день, как 1 июня, День защиты детей, Международный день защиты детей, мы начали говорить о детях с нарушением речи, с нарушением слуха, деток, которые владеют жестовым языком. Поговорим немножечко и о 1 июня. 1 июня стал одним из самых желанных и интересных праздников на всей территории постсоветского пространства и на международной арене. 1 июня отмечается как Международный день защиты детей. У этого праздника есть свой знак, свой флаг, и вы его видите на экране. Это детки различных цветов, да, на фоне зеленого цвета, то есть процветание для детей. Международный день защиты детей – это прежде всего напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения, религии, образование, отдых, досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда, на формирование гуманного и справедливого общества. То есть мы должны защищать своих детей в любом их проявлении. Дети составляют примерно 20-25% населения в каждой стране. В разных странах они подвергаются разным опасностям. И независимо от того, имеет ребенок какие-либо отклонения, имеет ли он какую-либо группу нозологическую, да, ребенок слабослышащий, слабовидящий, ребенок с ДЦП или ребенок с ЗПР и так далее, или ребенок абсолютно нормативный. В любом случае, каждый ребенок, живущий в этом мире, может подвергаться различным опасностям, от которых, безусловно, необходимо ребенка защищать. В Российской Федерации детей защищает федеральный закон,
Закон об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации. Данный закон в России был принят 24 июля 1998 года. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, которые предусмотрены Конституцией Российской Федерации. Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у него общественно значимой творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности вне зависимости от каких-либо проблематических состояний здоровья. Международный день защиты детей всегда отмечается проведением различных мероприятий. Цель мероприятий – привлечь внимание к положению детей всего мира. В нашей стране День защиты детей отмечается под патронажем Российского детского фонда. Можно смело сказать, что детские проблемы касаются каждого взрослого, независимо от социального статуса, возраста, материального обеспечения, вне зависимости от того, является ли ребенок инвалидом, имеет ли ребенок какие-либо особые образовательные потребности и так далее. Праздник является очень популярным в России, поддерживается многими государственными и общественными организациями, а также просто неравнодушными людьми. Достаточно хватает проблем относительно у всех, но прежде всего это отсутствие внимания к нашим детям. Забота родителей заключается не только в материальном обеспечении к ребенку, но и в тепле и в ласке близких, в психологическом здоровье ребенка, чтобы можно было обеспечить право на детство, на беззаботное и счастливое время. И на то, какое оно будет, каким оно станет, зависит только от нас, взрослых. Все малыши уязвимы и беззащитны. День защиты хочется, чтобы все, без исключения дети, почувствовали любовь, нужность и защиту. И чтобы никогда не столкнулись с равнодушием, жестокостью, ранним взрослением и ненужным информационным потоком. Самым главным в любой период жизни является, конечно же, семья. Семья является ячейкой общества. И ведь в каждом таком полноценном объединении растет как минимум один ребенок. И главная ответственность за его развитие и воспитание несут, безусловно, мама и папа. Стать родителями для большинства людей в мире – это огромное счастье. Однако оно непременно сопряжено с разного рода трудностями и переживаниями. В связи с этим, наряду с тем, что сегодня празднуется Международный день защиты детей, ООН в этот же день учредила очень интересное еще одно направление – это Всемирный день родителей. И отмечается он всегда 1 июня всеми жителями планеты ежегодно. То есть, помимо того, что сегодня у нас проходит Международный день защиты детей, сегодня же проходит День Всемирного дня родителей. Самых главных, самых важных людей в жизни ребенка. Каждый из нас обязан стать самым важным в жизни своего ребенка. И очень важно в этот день сказать самые главные, самые важные, самые искренние слова благодарности своим родителям. Родители дают своим детям то,
что не даст никто и никогда больше нигде. Они дарят своим детям жизнь. И эту жизнь впоследствии оберегают. Дети, будто жизнь пошла сначала. Первые улыбки, первые шаги, первые успехи, первые провалы. Сегодня в День защиты детей хочется поздравить всех маленьких обитателей планеты с этим праздником и пожелать побольше радостных и светлых моментов. И самое главное, чтобы папа и мама всегда были рядом. И помните, первые защитники и главные защитники малышей – это родители. И самый важный, самый главный – это мама. И в этот день, помимо того, что хочется пожелать нашим детям, безусловно, счастливого детства, хочется выразить огромные слова благодарности всем мамам, которые беспокойно спят, которые каждый раз переживают за своих карапузов, которые переживают ежедневно, ежечасно за своих детей. Конечно же, любой ребенок произносит первым слово «мама». Это слово произносится у обычных детей словами, звуками. У детей с нарушением слуха это жест, это красивый жест «мама». И сегодня, в день, такой прекрасный день защиты детей и в день родительства, Международного дня родительства, хочется поставить вам песню «Мама», которую исполнила педагог специальной коррекционной школы номер 4 города Сыктывкара на жестовом языке. Ночью в окно стучится теплый свет. Открой объятия и впусти. Но снова время для встречи нет. Ты меня прости. Прости за то, что я давно не та, копилка радости и грез. Но если в сердце пустота, кто мне даст ответ на любой вопрос? Мама моя, мы уже не дети, но для меня всех родней на свете. Мама моя, ты мой луч из темноты, воплощение доброты. Ты и я так друг друга слышим. Ты — это я. Через 20 с лишним, мама моя, ты рождаешь вновь и вновь бескорыстную любовь. Окно за шторами ночная тень.
оставит лампочку гореть, а на душе тревожно целый день. Мамочка, ответь, все чаще хочется взглянуть назад, листая старенький альбом. Какие юные глаза, этот сарафан, ты прекрасна в нем. Мама моя, мы уже не дети, но для меня всех родней на свете. Мама моя, ты мой луч из темноты, воплощение доброты. Ты и я, так друг другом дышим. Ты — это я, через 20 с лишним. Мама моя, не устану повторять. Мама, я люблю тебя. Мама, я люблю тебя. Любя безгранично детей своих, родители любят не только их, но плюс еще то, что в них было вложено: нежность, заботы, труды свои, с невзгодами выигранные бои. Всего и назвать даже невозможно. Сегодня, в День защиты детей, хочется, чтобы все дети, без исключения, почувствовали любовь, нужность и заботу. Ну, а мы сегодня заканчиваем. Спасибо за внимание. Благодарим вас за то, что вы были с нами. До новых встреч!